Далее мы поговорим о традиционной казахской настольной игре Тоғызқұмалақ. Игра имеет глубокие корни в культуре казахов и является важной частью их культурного наследия. Игра возникла в Центральной Азии несколько веков назад. Точные даты ее появления неизвестны, но считается, что ее история насчитывает более 1000 лет. Первоначально игра использовалась кочевыми народами Центральной Азии, включая казахов, как способ обучения стратегическому мышлению и развитию интеллектуальных навыков. Играет двое игроков на доске с двумя рядами лунок, по 9 лунок в каждом ряду, и двумя казанами, хранилищами. В каждой лунке в начале игры находится по 9 шариков. Цель игры – собрать больше шариков в свою казну, чем соперник. Игроки по очереди берут все шарики по одной из своих лунок и распределяют их по одной в каждую следующую лунку противника, каждую следующую лунку против часовой стрелки. Если последний шарик оказывается в лунке соперника, в которой после этого остается четное количество шариков, то эти шарики переходят в казну игрока, сделавшего ход. Тоғызқұмалақ – интеллектуальная игра, искусство логического мышления, способное сравняться с лучшими образцами мировой культуры. По оценкам ученых, археологов, период возникновения игры составляет около 4000 лет. Наши предки, которые придавали большое значение как физическому воспитанию, так и умственному развитию подрастающего поколения, использовали эту игру как средство интеллектуального развития. Сегодня в мире существуют различные модели игры Тоғызқұмалақ. Если говорить в мировом масштабе, то, например, в любой африканской деревне можно увидеть людей, сидящих за доской с разными отверстиями. Они серьезно смеются, шутят, обманывают публику, раздают камни в пулеметном темпе. Манкала. По-арабски «накала» означает «двигаться». Участники игры дают игре 4-5 тысяч лет и более. В древние времена, когда игроки играли без досок, они копали ямы в земле. Этот вид игры неизвестен в Европе, редко встречается на Востоке, но в Африке у каждого народа есть своя манкала. Есть много названий, разнообразие досок поражает, количество камней и правил разные, но суть одна – брать камни у соперника. Например, в Египте аналогичную игру называют калах, а в Шри-Ланке – олинда келия. Олинда келия – это настольная игра, известная как игра манкала, в которой используется деревянная доска с несколькими отверстиями под названием олинда колумва или олинда порува. Правила могут отличаться от района к району, но в игру обычно играют два игрока, сидящие по обе стороны доски. Порува обычно имеет 9 отверстий с каждой стороны, расположенных для бусинок. Бусы – это семена олинды, которые можно найти в большом количестве в деревнях. У кыргызов эту игру называют Тоғызқорғол. У африканцев манкала, габата, абапа, намнам, бао и так далее. Следующая схожая игра – овари. Одна из самых популярных игр в семействе манкала, широко распространенная в странах Карибского бассейна. Игра имеет древние африканские происхождения, особенно из племени Ашанти в Гане. Среди прочего, является одной из самых популярных настольных игр в Африке и была привезена в Карибский регион африканскими рабами. Сегодня овари является важной частью культурного наследия многих карибских стран. Отмечается, что мировое распространение связано с работорговлей, которая привела к тому, что многие африканцы были проданы иностранным регионам. Они несли с собой радость от игры в манкалу и играли в нее в свободное время. Слово овари – это слово акан, означающее «он женится». Согласно легенде Ашанти, это имя было дано мужчиной и женщиной, когда они поженились, чтобы играть в игру непрерывно. Овари также считалась игрой для членов королевской семьи. В нее особенно играли короли Ганы, Ашанти и Данкири, пока она не стала доступной для всех. Овари известны по всей Африке под названием Авели, Айвели, Вари, Айою и многими другими названиями. В него играет на доске, состоящей из 12 лунок или домиков, как говорят, по 6 с каждой стороны. На некоторых игровых досках есть дополнительное отверстие в противоположной стороне для удержания счетчиков. Для игры и наполнения их домиков по правилам игры используются счетчики, обычно снаряды, камни. В Карибском бассейне овари считалось не только игрой или видом спорта. Когда мужчина играет в овари, это показывает их связь с африканскими предками. У овари счетчики изображали людей среди рабов, а ямы – различные участки плантаций, на которых они работали. Когда они перемещали счетчики из отверстия в отверстие, это был способ для рабов сообщить о следующем шаге в действии или сообщить о том, что произошло в разных отделах, не говоря ни слова. Они также использовали овари как способ планировать, разрабатывать стратегии и сообщать о возможных путях побега и планах на будущее. По сей день игра рассматривается как способ установить духовную связь с предками. Во всем мире мужчины, женщины, пожилые люди и молодые люди по-прежнему играют в овари, как в спорт или как времяпровождение. В турнире овари в 2009 году в Каталонии, Испании, приняли участие 810 студентов. Следующая игра – чонгак. Также известна как цонгак или сонгак.
Переводится как «внимание, взгляд». Это разновидность двухрядной манкалы с островов Океании. Впервые в 1701 году немецкий ботаник Георг Румфи описал в своих работах местный вид чонгака, известный как цонка. Чонгак широко распространен в Малайзии, Брунее, Сингапуре, Индонезии. Индонезийское слово чонгак называется раковином каури, но в этом случае бытует мнение, что игра дала раковина свое название, а не наоборот. На самом деле, название игры происходит от конгак, что на старом малайском языке означает устный ответ. Многие индонезийцы считают, что эта игра возникла в Малакском султанате, где она стала очень популярной и только потом распространилась по обширному региону Юго-Восточной Азии. Такой большой диапазон обусловлен тем, что Малакский султанат в древности был важным торговым портом. Изначально игра была привилегией султана и придворных, позже распространилась на простых людей и сегодня считается игрой для девочек и женщин. И последнее, не менее важное, этот факт очень интересен, поскольку во многих африканских странах манкала считалась игрой только мужчин, и в которую женщинам строго не рекомендовалось играть. В Азии дело обстоит точно все наоборот. Мальчики не очень интересуются ею, а зря. Например, когда на некоторых свадьбах молодые рвут зубами каравай, определяя по размеру куска, кто будет главенствовать в семье, в Малайзии этот вопрос решают за игрой манкалу. В мусульманских странах и регионах доск украшают резьбой или яркой росписью в технике батик, обычно с абстрактным рисунком. Если же лунки для игры выкапывают на земле, в каждую вставляют половинку скорлупы кокосового ореха, чтобы не пачкать руки. Индивидуальный чемпионат Республики Казахстан по тоғызқұмалақ официально проводится с 1974 года. Главная цель – гармоничное воспитание человека. Суть в том, чтобы разум любой души стал более серьезным, развил мозговую деятельность и повысил свою ответственность перед обществом. В 2006 году в Лондоне прошла 10-я международная олимпиада интеллектуальных игр. В олимпийскую программу впервые включены 36 видов спорта, в том числе шахматы, го, овари, боку, а также широко распространенные виды умственного спорта, в том числе тоғызқұмалақ. Игра тоғызқұмалақ в 19 веке привлекла внимание иностранных этнографов. Такие ученые, как Каруц, Красов в своих работах указывали, что казахи играли в тоғызқұмалақ. Казахские просветители Шоқан Уәлиханов и Бралдын Царин особо ценили эту игру. Российский этнограф Николай Пантусов в 1906 году в Казани впервые опубликовал статью о тоғызқұмалақ. В 1936 году тюрколог Сарсен Аманжолов впервые в Азии издал книгу «Тоғызқұмалақ» на казахском и русском языках. А в 1943 году ученый Маулен Балакаев издал книгу «Тоғызқұмалақ» на казахском языке. Тоғызқұмалақ – это уникальная и интеллектуально насыщенная игра, которая требует от игроков стратегического мышления и планирования. Несмотря на сходство с другими играми, такими как манкала и овари, тоғызқұмалақ имеет свои уникальные правила и культурное значение, которые делают ее особенной в казахской традиции. Спасибо за внимание. До следующих встреч!